Выборы депутатов местных кенешей в прошлом году прошли с нововведениями. Первым стало проведение административно-территориальной реформы по всей стране, в результате которой депутатами были избраны 6384 кандидата из 231 сельского округа и 33 городов. Из них 5391 были избраны в вайльные кенеши и 993 в городские кенеши. На этот раз за счет увеличения числа городов количество мандатов увеличилось, а в сельских кенешей наоборот сократилось. Эти выборы местные, они начали новый избирательный цикл, который продолжится парламентскими, президентскими выборами. И поэтому в целом идет работа над совершенствованием всех процедур, законодательных норм, которые важны для обеспечения демократических свободных выборов в нашей стране. Еще одним новшеством на этих выборах стала полная автоматизация процесса голосования. Другими словами, все от снятия отпечатков пальцев и распознавания лиц до онлайн-сканирования паспорта интегрировано в одном устройстве. Бюллетени также можно получить после проверки личности гражданина. Кроме того, на каждом избирательном участке были установлены онлайн-камеры. Организация открытых, честных и справедливых выборов у нас есть все законодательные основы, база и условия. Один избиратель, один голос. Да? И все избиратели имеют право, и также все граждане Кыргызской республики, которые желают быть кандидатом, у них тоже есть все права. Представители ассоциации Таза Шайло отметили, что прошедшие выборы в местные кенеши прошли на должном уровне. Каждому избирателю были созданы условия для полноценного голосования. Также эксперты отметили о применении новых технологий и систему подсчетов голосов. Наша организация придала большое значение эволюции местных кенешей в Кыргызстане, которые с каждым выборным циклом становятся сильнее, профессиональнее. Наша выборная система с каждым годом усовершенствуется. Это отмечают авторитетные международные организации. Если раньше на выборах могли как-то вмешиваться, то сейчас человеческие и иные факторы исключены. Подсчет голосов идет максимально прозрачно, и это должно нас радовать. В последние годы в нашей стране проводится масштабная избирательная реформа, охватившая все ключевые аспекты избирательного процесса. В рамках реформы внедрены современные технологии по учету и биометрической идентификации избирателей, обеспечению достоверности подсчета итогов голосования, прозрачности и общественного контроля итогов выборов. Об этом отметил в своем обращении глава государства Садыр Джапаров. Отрадно отметить, что избирательная практика Кыргызстана на международном уровне призвана передовой практикой по обеспечению избирательных прав граждан, прозрачности и достоверности выборов. В Кыргызстане во всех сферах проводится антикоррупционная политика, принятыми законодательными мерами и усилиями правоохранительных органов и избирательных комиссий уровень подкупа голосов в последнее время значительно снижен. Активное участие граждан в выборах важно для избирания компетентных и добросовестных кандидатов, которые будут работать во благо государства и народа. Как мы и обещали, были созданы все условия для проведения прозрачных и свободных выборов, чтобы местные кенеши пришли действительно активные, ответственные и достойные депутаты. Повышение явки избирателей остается проблемой на пути упрощения и развития процесса голосования. Последние результаты голосования показали, что на последних выборах приняли участие 28% от общего количества избирателей. Надо отметить, что благодаря разъяснительной работе и флешмобам число избирателей, принявших участие в выборах депутатов местных кенешей в прошлом году, увеличилось на 63 тысячи человек по сравнению с предыдущими выборами. Ермек Куренкеев, Миримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.